Специалисты Управления образования и представители родительского комитета Сосногорска провели рейд по ближайшим к городу пляжам на реке Ижма и на карьере. Цель – проверить, соблюдаются ли правила поведения на воде во время семейного отдыха. Родителям раздали памятки и попросили информировать своих детей. Лучше деткам с родителями до 18 лет находиться под присмотром. Не оставлять детей без присмотра родителей на воде, следить за ними постоянно. Это основное. Родителям важно думать не только о безопасности детей, но и о своей собственной, ведь в случае несчастья маленький ребенок не сможет оказать первую помощь. Работа по профилактике несчастных случаев на воде с участием детей велась все лето. Показывали детям в детских садах, в детских оздоровительных лагерях, презентации, беседы проводили, какие-то игры и видеоролики показывали по безопасности на воде. В июле месяце у нас вместе с другими субъектами профилактики проводились рейды как на суше, мы проходили тоже места, пляжи все в Сосногорске, но и на водных объектах, на лодке. Патрулировали и смотрели за безопасностью детей, получается, то, как они отдыхают. Правила поведения на воде запомнить легко. Не нырять в незнакомых местах, если оказались на сильном течении, плыть по нему наискосок к берегу, когда свело ногу, выплывать на спине. От водоворота можно уйти так: набрать воздуха в легкие, нырнуть и постараться резко свернуть в сторону от него. Главным правилом остается не заплывать далеко, даже на надувных плавсредствах. Отметим, что официально разрешенных и специально оборудованных пляжей на территории Сосногорского района нет. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Центре коми и национальных культур проводят летние мероприятия для детей и подростков. В среду здесь встречали учеников 1, 3 и кадетской школ. Ребятам от 12 до 17 лет были и гости помладше, которые пришли с родными. В сосногорских школах даже летом заботятся о том, чтобы дети были заняты интересным и полезным делом. Мы с ними занимаемся всякой проектной деятельностью, то есть с одним ребенком где-то гербарий можем поделать, где-то бисером что-нибудь поделать, с другим занимались скамейкой, проектом скамейки, которую мы сейчас установили на роднике. Так ходим на мероприятия от ДДТ, от города. Сначала детей заняли викториной, посвященной растениям, которые растут в нашем регионе, а затем предложили им сделать своими руками брошь в виде цветка. В данный момент у нас проходят мастер-классы в преддверии празднования Дня Республики. Мы подготовили мастер-класс «Цветы республики», которые растут в республике. Это купальница. Так как этот цветок распускается в начале весны, в конце весны, в начале лета и радует наших жителей своими яркими цветами. Большинство гостей были в культурном центре впервые. Впечатления у них самые положительные. Очень интересно, очень хорошие люди, очень добрые. Прям видно по ним. Мне нравится. Интересно объясняют, приятно время проводить, много всего нового узнаем. Цветочки красивые делаем. Узнать о мероприятиях Центра коми и национальных культур можно по телефону 5 40 07. Сотрудники ждут всех желающих. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. 7 августа российские железнодорожники отметят свой профессиональный праздник. Для Сосногорска это особый день в календаре, ведь город начинался как небольшая станция. Каждый год железнодорожники Сосногорского региона показывают стабильно высокие результаты работы. Такие объемные показатели, как погрузка грузов, мы добавили практически на 400 тысяч тонн к прошлому году за отчетный период. И погрузили уже в 2022 году более 7 миллионов 130 тысяч тонн. Перевезли порядка 400 тысяч пассажиров. Это тоже на 1,5% выше прошлого года. Железная дорога – это многотысячный коллектив профессионалов. Каждый специалист старается не только выполнить работу, но и отстоять честь своего подразделения. В первом квартале 2022 года у нас 3 предприятия заняли лидирующие места по сети железных дорог. Это Центр обслуживания железнодорожных станций, ДЦС-5, со всеми станциями региона, у нас их 74. Это локомотивное депо Сосногорск, заняло первое место по сети в первом квартале 2022 года.
Это локомотивное депо Печоры, которое в 4-м квартале прошлого года, как раз уже дорожный год, заняло первое место по сети среди локомотивных депо и предприятий отрасли. Накануне Дня железнодорожника заместитель начальника Северной железной дороги по территориальному управлению Тимур Шалашнев поздравил коллег с профессиональным праздником. Руководитель Сосногорского региона особо отметил, что главное богатство стальных магистралей – это люди. Пожелать хочу в этот день всем здоровья, счастья, благополучия и, конечно, чтобы все наши мечты и те пожелания, которые мы в себе несем, как транспортная отрасль, они сбылись в 2022 году и дальше, значит, прославляли российские железные дороги. С праздником, коллеги, с праздником, ветераны, с праздником, семьи и родственники, детишки железнодорожников. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В 26 регионах Российской Федерации уже превышение эпидпорога, и в связи с этим уже получается сейчас рост ковида значимый, а это говорит о том, что на основании приказа Минздрава Российской Федерации и приказа Минздрава Республики Коми и постановления главного санитарного врача Республики Коми возвращаются все санитарно-эпидемические нормы, которые касались ковида все вот эти 2 года. То есть, начиная с начала августа, у нас будет введен масочный режим, он, собственно, уже введен и для больных, и для посетителей, и для сотрудников, так же, как был предыдущие года. Точно так же измерение термометрии, также ограничения по массовости мероприятий. И самое основное, что вот эта разновидность ковида, их сейчас новых 3 подтипа, они обладают более агрессивным характером заражения, то есть от 3 до 7 дней идет быстрое заражение от человека к человеку. Вот сам ковид более агрессивный, то есть температура до 38-39 держится длительное время, от 3 до недели и выше. Единственное, что смертность при этих разновидностях ковида ниже, чем была при обычном омикроне. Хочется отметить, что этот рост идет не только по России, по странам Европы он начался уже практически 3 месяца назад. Это касается Германии, Болгарии, Испании, частично сейчас уже и страны Штаты и Великобритания, ну и остальные уже подтягиваются. То есть рост идет значительный. В Москве рост отмечался уже с конца июля, и рост значительный, там в течение недели рост почти на 50%, то есть это говорит о том, что сейчас в отпускной период, поскольку очень много в этом году разъездов во все регионы страны и при всей дороговизне заграничного туризма, тем не менее достаточный процент наших жителей и нашего района выезжает в Турцию и Египет. Они сейчас являются основными рассадниками ковида для Республики Коми и для России. То, что сейчас было не запрещено и не требовалось наличие ПЦР или каких-либо экспресс-тестов при выезде и при въезде, думаю, что в ближайшее время изменится со стороны России вот эти
постановления, но тем не менее сейчас возвращаемся к тому, что всем больным, которые с подозрением на респираторную инфекцию, хоть дети, хоть взрослые, проводится экспресс-тест и ПЦР-тесты. Всех контактных при выявлении ковида, а он уже пошел рост и у нас в районе, наблюдают в течение 7 дней по температуре. Все больные, которые осуществляется плановая госпитализация, приниматься будут только при наличии ПЦР-теста. Это касается не только наших стационаров, но и стационаров других районов. И особенно республиканских учреждений. Поэтому прошу очень внимательно обратить на это постановление, потому что в противном случае вас не примут на плановую госпитализацию. Все, которые поступают экстренные, им проводятся экспресс-тесты ИХ, тоже это касается всех больных, которые поступают в любом районе нашей республики. Кроме этого, в обязательном порядке в случае выявления ковида все контактные, особенно родственники, должны обратить внимание на то, что они являются контактными, и при выявлении первого же каких-то недомоганий они должны вызвать врача на дом и поставить в известность о том, что они имеют контакт по ковиду, с тем, чтобы им приехали и взяли анализы на ПЦР. Здесь экспресс уже не проходит. И получается, что мы, по большому счету, возвращаемся уже начиная с августа месяца к тому санэпидрежиму и к тем постановлениям, которые были до этого все 2 года, начиная с 20 и 21 и 22 года. Конечно, понятно, что все расслабились, очень приятно было не обращать на это внимание, но учитывая вот эти разъезды по отпускам и то, что рост уже значительный, это говорит о том, что надо серьезно отнестись к своему здоровью и обезопасить себя. Масочный режим, еще раз повторяю, он всегда был эффективен. Расстояние не менее 1,5 метров от вашего соседа, будь это ваш сотрудник, у нас, если это вы сидите в очереди, и особенно, если вы находитесь в магазине или на каком-то мероприятии. То есть вот эти все мероприятия, они обезопасивают. И второе еще, что хочется отметить, что обратить обязательное внимание, что теперь считается, что ковид и грипп, они будут носить сезонный характер. И начиная с практически сентября месяца пойдет микст-инфекция, это сочетание ковида, ОРВИ или ОРЗ и гриппа. И вот это сочетание, вот оно как раз будет приводить к тому, что осложнения могут быть вплоть до смертельных. А поэтому необходимо срочно опять проверить вам, когда вы прививались или когда вы болели ковидом, и отсчитать 6 месяцев. Если этот срок уже прошел, надо идти срочно прививаться. Прививки мы делаем постоянно, каждый день. Проблем нету. Обратиться можно в кабинеты с 8 утра до 4 вечера. Очередей нету, поэтому, пожалуйста, особенно это касается работодателей, предупредить подъем заболеваемости мы можем только вот этими прививками. Они эффективны, и при том, что эти разновидности ковида более агрессивные, тем не менее, даже при том, что
ими заболевают и привитые, и те, кто переболели, но они переносят это легче. Поэтому особенно прошу обратить внимание, это тех больных и то население, которое имеет возрастной ценз, которые имеют хронические заболевания, особенно это если заболевания легких, сердца, сахарный диабет и понижение иммунитета. А отсюда, говорит это все, что нам теперь надо постоянно, каждые полгода проходить вот эти прививки и учитывать это прежде всего для себя. Это единственное, что может обезопасить, особенно вот при этих разновидностях ковида.